Дорогие радиослушатели, добрый день. Это Национальное радио, волна 88,8 FM, в студии Милана Манкеева. И у меня в гостях Рамазан Евлоев, заместитель руководителя Ингушского УФАС России. Рамазан, рада приветствовать вас в студии Национального радио. Да, добрый день. Ассаламу алейкум. Ну и сегодня мы подведем итоги уходящего 2019 года и, конечно же, начнем наш разговор вот с подведения основных итогов работы УФАС Ингушетии. Вот расскажите, пожалуйста, может быть, кратко о цифрах, обзор. Да, я начну вот с антимонопольного законодательства. Это наше основное законодательство, которое находится в компетенции ФАСа России. Федеральный закон 135, согласно которому мы осуществляем контроль за ресурсоснабжающими организациями. Это статья 10, как злоупотребление доминирующим положением. Также статья 11, картельный сговор. Статья 15, это в отношении органов власти действия-бездействия, которые не допускают, ограничивают конкуренцию со стороны органов власти, также органов местного управления. Статья 16, сговор между хоссубъектами и органами власти. И статья 17 – это проведение торгов, которые не допускают ограничивать конкуренцию в части того, что там заговариваются между собой или там какие-то нарушать процедуру, которая предусмотрена законодательством. Я начну со статьи 10, как злоупотребление доминирующим положением. В этом году возбуждено у нас одно дело в отношении ПАО МРСК Северного Кавказа, это филиал Ингушэнерго. Данное дело рассмотрено по заявлению хозяйственного субъекта. Хозяйственный субъект обратился к нам с заявлением о том, что ПАО МРСК допускают нарушение со своей стороны, как часть 1 статьи 10, злоупотребляет своим доминирующим положением. Как мы все знаем, у нас единственная организация, которая снабжает электроэнергией, также распределяет электроэнергию, это ПАО МРСК. И, соответственно, при проведении анализа нами установлено, что единственная организация доминирует на рынке и подпадает под статью 10. Данное дело было рассмотрено нами, нарушение признано. ПАО МРСК вот, при проведении проверки в отношении данного хозяйственного субъекта нарушила постановление правительства Российской Федерации 442 и неправильно составила акт, неправильно уведомила, также составила неправильно акт о безучетном потреблении. Данные нарушения мы рассмотрели, комиссия признала нарушение. Сейчас у нас рассматривается вопрос о привлечении ПАО МРСК к административной ответственности. Там оборотные штрафы и, я думаю, будут крупные штрафы. Также по статье 11 это сговор, картельный сговор между организациями, которые осуществляют деятельность на одном рынке. Это, например, если они на рынке строительства, они не могут между собой договариваться, потому что это сговор и нарушает конкуренцию. И в этом году тоже рассмотрено одно дело, признано нарушение на торгах. Две организации, когда участвовали в тендере, они между собой сговаривались, подавали заявки. Они вместе подавали заявки, снижали самый минимум, потом останавливались и забирали таким образом торги. Соответственно, комиссия признала такие действия нарушением, как согласованные действия, которые не допускают федеральный закон о защите конкуренции. И в настоящий момент также рассматривается вопрос о привлечении виновного должностей к административной ответственности. По статье 15, тоже вот интересная статья у нас, это мы контролируем органы власти. Действие-бездействие, органы власти, издание каких-либо актов, которые ограничивают конкуренцию. В этом году у нас выдано более 60 предупреждений. Это в основном у нас органы власти, органы местного управления. И скажу, вот какие нарушения допускаются в основном органам власти. Это орган власти может издать акт, который там уполномачивает один хозяйственный субъект осуществлять действия на этом рынке. Этого делать нельзя, потому что орган власти не может выбирать один хозяйственный субъект, потому что если мы выбираем один хозяйственный субъект, тогда мы нарушаем конкуренцию. Потому что на этом рынке есть и другие хозяйственные субъекты, и мы не можем давать преимущество одному хозяйственному субъекту. Для этого закон предусмотрел или процедуры там, конкурсов, аукционов, торгов. Соответственно, вот эти процедуры надо соблюдать органам власти, чтобы привлекать всех хозяйственных субъектов и соблюдать конкуренцию. Статья 16.
тоже интересная статья, это когда орган власти, например, при проведении торгов, сговаривается с хозяйственным субъектом и пропускает его там как единицу поставщика или там... Вот у нас в этом году тоже было интересное дело, когда орган власти провел сначала выполненные работы, потом задним числом провел аукцион и пропустил одного хозяйственного субъекта. Тоже нарушение комиссии признано Ингушскому ФАС России, и в настоящий момент рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц к административной. Да, по-моему, даже мы привлекли хозяйственный субъект, оштрафован, и согласившись с нашим решением, хозсубъект оплатил штраф, и должностное лицо, тоже орган власти, привлечено к административной ответственности. И у нас больная статья, 17-я статья, это в основном нарушают органы местного управления. Это при проведении торгов, аренда земли, продажа земли и других торгов, которые предусмотрены там, законодательством Российской Федерации. Возбуждено 46 дел в отношении органов власти. По некоторым видно предписания. И все лица, должностные лица органов власти и органов местного управления привлечены к административной ответственности. Это по антимонопольному законодательству. У нас еще есть закон, который мы контролируем. Это федеральный закон 44 о закупках, о контрактной системе. Это, наверное, в основном именно вот этот закон все знают, потому что весь госбюджет, который у нас расходуется согласно данному, необходимо расходовать, вернее, согласно данному закону. В этом году рассмотрено более 140 жалоб, выявлено 250 нарушений со стороны заказчиков и возбуждено 300 административных производств на сумма наложенного штрафа составляет 6 миллионов. Что вот касается закупок, насколько мы знаем, вот с 1 января 2019 года вот одним из важнейших изменений был перевод всех электронных закупок, точнее в электронный вид всех закупочных процедур. Что изменилось в связи вот с внесением этого изменения в закон? То есть те надежды, которые вы возлагали, они себя оправдали? Смотрите, вот у нас был федеральный закон 94. Там все закупки были предусмотрены на бумажном носителе, и если так сказать, у нас был малоточный вот этот аукцион. Там заходили, поднимали руки, кто больше. Для чего законодатель придумал электронную форму? Именно когда проводился бумажный, там были ограничения, потому что, например, с Москвы, с Иркутска, там, с Якутска подавать заявки было очень сложно, и конкуренция как-то ограничивалась. Мы от хозяйственных субъектов, которые занимаются, например, на рынке строительства, они не могли подавать заявки в Ингушетии, там, в Москве. Сейчас законодатель придумал, что есть электронная форма аукциона, есть электронная площадка, и со всей России на сайте закупки.ру видно, что идет там аукцион там, на строительство такой-то школы. Любой участник, который осуществляет на этом рынке, у которого имеется, например, лицензия, если это необходимо, он может зайти на этот, подать заявку и понизить цену. Соответственно, и конкуренция соблюдается, и конкуренция у нас как-то расширяется. Действительно, вот это хорошая именно электронной форме у нас не то, что оправдались надеждой, но я думаю, конкуренция расширилась, и ФАС тоже работал над этим, и вот этот у нас законодательный акт прошел. Безусловно, хорошо, это вот вы и добивались. Да. Конечно. Наша основная цель – это как-то развитие конкуренции, расширение конкуренции, чтобы все могли участвовать и дать всем возможность заниматься предпринимательской деятельностью. Те примеры, которые вы ранее приводили, когда говорили о подведении основных итогов 2019 года, скорее всего, были выявлены в ходе каких-то плановых проверок. Но внеплановые проверки по заявлениям, по претензиям, по жалобам жителей нашей республики ведь тоже были. Вот интересно было бы узнать, на что в основном люди обращают внимание и звонят, жалуются. Да, в основном у нас жалобы поступают на госзакупки, потому что у нас все участники, если они недовольны работой там уполномоченного органа или заказчика, если комиссия там, они считают, что неправильно их заявка отклонила, они могут к нам обратиться. Вот и, как я сказал, поступило там
более 200 жалоб, из них там рассмотрено 143, которые соответствовали законодательству. Вот в основном у нас, я могу сказать, что жалобы поступают по 44-му. Но по другим законодательствам жалоб очень много, но мы в этом году провели огромную работу, проводили и семинары, совещания, и публичное обсуждение, доводили до населения, что вот в случае вот таких-то нарушений вы можете к нам обращаться. Но, конечно, результат лучше, но не так, как мы думали. И также хотел бы, пользуясь случаем, обратиться, что если это в компетенции ФАС, вы в любое время можете к нам обратиться, мы объективно, всесторонне рассмотрим ваши жалобы и вам ответим в срок. А кто вот в основном нарушает антимонопольное законодательство, но бытует мнение, что в основном это государственные чиновники? Вот вы можете, так как вы занимаетесь этой работой, подтвердить или опровергнуть это утверждение? И если вы все-таки с ним согласны, то есть как на них нужно воздействовать, чтобы изменить эту ситуацию? Смотрите, если я в этом году подводил анализ, действительно, со стороны, я не скажу, что это чиновники, но это органы власти и органы местного управления. Ну да, можно сказать, что чиновники, но в основном нарушают действительно органы власти. И вот, наверное, все в курсе, принят 618 указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это национальный план развития конкуренции. Вот, в соответствии с этим планом там заложено, что органы власти должны принять у себя такой акт, который называется антимонопольный комплайенс. Очень интересный документ, если мы вот это всегда на семинарных совещаниях всегда это объясняем сотрудникам, ответственным лицам органов власти. Это внутренний контроль, который проводит по всем актам ответственное лицо, которое уполномочено руководителем. Руководитель назначает ответственное лицо по антимонопольному законодательству, и все акты, которые могут нарушить антимонопольное законодательство, он должен согласовывать. Но пока у нас это как-то работает очень, я могу сказать, очень слабо, и вот смотрите, почему вот этот антимонопольный комплайенс не работает, почему мы вот исходим с того, что не работает, потому что когда мы выдаем предупреждение, орган власти исправляется. Они исполняют наше предупреждение и говорят, что мы не знали, извините, больше не будем. Но если этот акт прошел бы через антимонопольный комплайенс, который они обязаны были принять, этого нарушения не было бы. И, соответственно, мы думаем, что если органы власти, органы местного управления настроят именно работу по внутреннему контролю своих актов, то нарушений будет меньше. Ну, возможно, да. Ну, всю информацию, которую вы сообщаете, можно сказать, обычных людей это нас особо-то и не касается, да, что там какие-то крупные компании, каких-то монополистов вы наказываете, в виде штрафов, там, санкций различных. А вот нас, обычных жителей, каким образом коснется работа, проведенная ФАС в 2019 году? Может Смотрите, быть, что-то снизится, цены? Нет. Смотрите, в основном действительно антимонопольный орган работает с хозяйственными субъектами органов власти. Но для чего мы это делаем? Для того, чтобы наши жители, чтобы у нас развивалась конкуренция, соответственно, если будет развиваться конкуренция и у нас будет процветать там экономика, это будет, конечно, в пользу... Что-то косвенное нас заденет, да? Я не скажу косвенно, конечно, это будет в пользу нашего населения. И если вы посмотрите в страны, где с развитой экономикой, конечно, там люди довольны, и там как таковых проблем у людей нету. И поэтому мы думаем, что с развитием конкуренции, с развитием экономики мы все заживем хорошо. Будем, конечно, надеяться, тем более, что Новый год скоро. Все-таки на дурное и на плохое никто не надеется, только на какое-то счастье, на процветание. Ну и подводя итоги 2019 года, хотелось бы понять, вот, какое самое громкое дело было рассмотрено у ФАС Республики Ингушетия? Может быть, какое-то запомнившееся конкретно вам? Смотрите, у нас... Конечно, мы можем считать, что громкие дела – это, например, сговор на торгах, потому что мы выявили сговор, и также можно считать картельный сговор, потому что такие дела единичные по всей России. У нас вот, например, по 11 статье, как я сказал, картельный сговор. Очень
картельный сговор — это на самом деле большой ущерб для экономики, для других хозяйственных субъектов, которые на рынке осуществляют свою деятельность. Потому что если два хозяйственных субъекта сговариваются, например, если есть два хозяйственных субъекта, которые доминируют на рынке, или они сговорятся и снизят цену, другие, которые занимаются единичным, вот эти хозсубъекты, они просто не выдержат и уйдут с рынка. Вот такого, чтобы не было, вот у нас 11 статья, два хозяйственных субъекта, которые занимаются строительством, заходят на аукцион, подают вдвоем заявки, снижают минимальную цену, потом забирают аукционы. Мы думаем, что вот именно вот такие дела для нас значимы, и если мы будем выявлять именно сговоры, даже это же 10 статья, если мы не будем позволять хозяйственным субъектам, которые доминируют на рынке, таким же, как ресурсоснабжающим организациям, ущемлять права хозяйственных субъектов, которые вот принимают у них вот электроэнергию там, или газ, у нас вот мы думаем, что это приведет к тому, что будет равноправие, и как-то хозяйственные субъекты будут как-то развиваться у нас в республике и приносить налоги, конечно, вот отчислять, и также какие-то там инновации придумывать и развиваться между собой, соблюдать конкуренцию. Ну, еще такой один момент хотелось бы затронуть, да, закон о рекламе вы также курируете, да, соблюдение этого закона. Вот давайте какой-то, может быть, предновогодний обзор нарушений проведем. Вот какие нарушения? Мне кажется, перед Новым годом многие компании хотят свой нереализованный в 2019 году товар побыстрее сбыть, различные акции проводят. Да, федеральный закон о рекламе тоже рассмотрено 19 дел в этом году. Но в основном нарушения это со стороны медицинских учреждений, где они пишут, что мы оказываем вам медицинские такие-то услуги, но не указывают там на баннере, например, не указывают, что противопоказания они должны обязательно указывать не менее 5% от общей площади вот этого баннера. Но этого почему-то не делается, мы выдаем предписание, наши предприниматели тоже исправляют все. Также есть дела, которые мы возбуждаем по СМС-кам. Конечно, у нас очень мало таких жалоб, может, менталитет не позволяет как-то. Мы, если приходит смс-ка, мы стираем эту смс-ку с рекламой. Вот наши предприниматели действительно хотел предупредить, что если абонент не дал согласие вам, что он согласен принимать у вас рекламу, вот это у нас в республике действительно проблема, всем эти смс-ки приходят, то рекламный распространитель не может направлять смс-ки с указанием какой-то там, с какой-то рекламой. И вот смотрите, там большая административная ответственность, это в отношении юридических лиц от 100 тысяч рублей, но в отношении индивидуального предпринимателя 12 тысяч рублей. Но это штрафы. И мы еще признаем предписание, выдаем предписание, признаем нарушение, выдаем предписание. Также нельзя использовать чужие запатентованные марки. Также нельзя писать, что у меня самый лучший товар. Вот просто хотел бы, да, действительно, перед Новым годом все там пытаются какую-то рекламу, там, сбыть свой товар. Хотел попросить, чтобы они сначала изучили вот закон о рекламе, там просто много нюансов, и соблюдали закон, и соблюдали конкуренцию, и чтобы мы в Новый год как-то зашли без нарушений, потому что мы пытаемся как-то довести до наших жителей, до наших предпринимателей, что именно незнание закона не освобождает от ответственности. К сожалению, это правда. Но ведь те предприниматели, которые занимаются рассылкой этих сообщений, они ведь откуда-то берут эти телефонные базы, значит, кто-то им эти базы продает. Возможно, что действительно у них откуда-то они берут эти базы, но смотрите, когда мы проводим расследование по этому делу, мы запрашиваем вот эту цепочку. В основном, там, если у оператора запрашиваешь, он дает там рекламного распространителя, и мы, когда запрашиваем у него, он вот какие-то объяснения, что откуда он взял базу, он нам не дает. Но мы признаем это нарушением, там, может, он откуда-то взял, но это незаконно. Без согласия самого абонента, если он не дал какое-то согласие, что он согласен принимать там у такой-то компании, у такой-то организации рекламу, то... И хотел бы еще вот момент, когда мы рассматриваем дело,
не буду называть компанию, которая там заключала договор, но там очень интересный момент был. Если вы, как был построен сама структура договора, там было написано, если вы поставите галочку, что вы не согласны, если вы не поставите, то вы согласны. И есть также практика Верховного суда там, и арбитражных судов, что это нормально. Поэтому вот хотел бы... внимательно читать. Да, внимательно. И обращать внимание именно, если действительно там написано, что вы, если вы не согласны, просто ставите галочку, и вам не будет приходить реклама. Но обычно таким образом они еще какие-то дополнительные услуги навязывают, если ты не поставил галочку. Мелкий шрифт, да. Мелкий шрифт. Мне кажется, люди с плохим зрением, они так вообще ничего там не увидят. Есть такие уловки, да. Может быть, молодые как-то напрягутся и прочитают, а уже более взрослому поколению эта задача будет непосильна. И еще что касается, мелких предпринимателей, это понятно, да, почему они этим занимаются. Какие-то крупные, к примеру, те же банки или мобильные операторы, которые какие-то сообщения вечно шлют, и непонятно, на какую кнопку нужно нажать, отказаться или согласиться, какие-то непонятные услуги подключают платные. И человек даже не понимает, он вроде бы не давал согласия, может быть, когда в ходе телефонного звонка это сообщение пришло, он там нечаянно ответил согласием, вот услуга уже подключена. Как вот с ними бороться? Нет, действительно, это называется пуш-сообщение. Когда написано «принять, отклонить». Оператор, вот тоже мы рассматривали такое дело, оператор не может вам отправлять пуш-сообщение с рекламой, если вы не дали согласие. В случае, если будут такие случаи, вы что должен делать? Просто у нас, смотрите, когда подают заявление, надо соблюсти определенные условия. Сейчас это делается очень легко. Например, если возьмем телефон, там можно скриншот сделать с экрана. Делаете скриншот, фиксируете время, потом пишите нам заявление, прикладываете все это и даете согласие на обработку данных по связи. Мы, конечно, вот это заявление рассматриваем, просто к нам поступали заявления, но не было приложения ни скриншота, ни времени и ни текста самой рекламы. Поэтому, когда мы рассматриваем, мы такие вот заявления отказываем в рассмотрении, потому что закон предусматривает, что все эти документы должны быть. Действительно, пуш-сообщение – это нарушение рекламы, если там рекламный текст, и вы, если не дали согласие, можете к нам обращаться. Мне кажется, повторное сообщение не заставит себя долго ждать. Как правило, если они приходят, они просто с завидной частотой приходят, и заскринить и отослать вам, мне кажется, это не так уж сложно, если можно раз и навсегда с этой проблемой справиться. Говорили про закон о рекламе. Вот какие еще нарушения встречаются? Какие жалобы жителей? Уже вот эти нарушения пока нашими предпринимателями не допускаются, но это было 2 года назад. Начали использовать букву «М». Это Макдональдс буква «М», которая запатентована официально в России. Конечно, мы возбудили дела и запретили использовать эту букву, потому что, когда мы запросили у Макдональдса, официальный запрос направили, и Макдональдс нам ответил, что на территории Республики Ингушетия мы ни одному хозяйственному субъекту не давали разрешения использовать эту букву. Но мы все знаем, что Макдональдса в Ингушетии нет, к сожалению. И мы, соответственно, выдали предписание, и наши предприниматели просто или перекрасили эти буквы, или просто перевернули, исполнили наше предписание. А вот что касается рассылок от МЧС. Вот я знаю, что многие жалуются, им не нравится, что им приходят сообщения о погоде, к примеру, вот что происходит на военно-грузинской дороге. Вот, мне кажется, многим жителям просто неинтересно. Но от этого, насколько я знаю, избавиться невозможно, от этой рассылки. Действительно, это органы власти, и они предупреждают, что в случае, если там ситуация на военно-грузинской дороге, или там, если будет там штормовое предупреждение, они должны предупреждать в соответствии с законодательством. Это работа МЧС, и такие жалобы к нам поступали, и мы им ответили, что это не рекламная рассылка, а это информационная рассылка, и, соответственно, рассылает орган власти, который ответственен за чрезвычайное положение, ликвидации, и это федеральный орган власти, поэтому, конечно, такие смс-ки компетенции, это не УФАСа, и они как-то законны.
Но мне кажется, если бы газовая служба или Ингушэнерго занимались этой рассылкой, когда включат свет, когда выключат, вот тогда это было бы вот просто крайне полезно, но, к сожалению, вот, мне кажется, у них как раз-таки средств не хватает на эту рассылку сообщений, а жаль, хотелось бы. Вот, и такой вот заключительный вопрос касательно жалоб наших граждан. Я вам уже задавала, конечно, вопрос, да, по каким вопросам они обращаются, что беспокоит жителей нашей республики. Но в последнее время какая-то тенденция наблюдается в сторону увеличения или уменьшения жалоб в УФАС. На самом деле, я думаю, это результат нашей работы, и сами жители как-то больше стали верить в власть, но количество жалоб увеличилось, и начали и на земельные участки, на продажу, аренду жаловаться, начали и на там другие торги. Раньше вот жалобы поступали только по 44-м законам по госзакупкам. Сейчас и на земельные участки поступают, и на иные торги, которые компетентны УФАСу. И в этом году я скажу, что жалобы значительно выше. Например, по 18.1, это по 135-му федеральному закону, вот в прошлом году было 4 жалобы, в этом 16. И поэтому мы на самом деле рады, что наши жители начали защищать свои права, ну да, наши даже предприниматели, и даже если эти в некоторых случаях они не обоснованы, но если там есть нарушения со стороны там организаторов торгов, то, конечно, надо обращаться к нам, и мы будем принимать такие решения. Да, Рамазан, благодарю вас за ответ. Ну и в завершении эфира у вас есть возможность поздравить наших жителей с наступающим 2020 годом, пожелать им чего-нибудь хорошего, доброго. Да, дал эту бог, масни. Желаю всем удачи, и чтобы их права нарушались меньше, и чтобы нарушений было меньше. Спасибо вам за приглашение. Спасибо вам, что пришли. Ну и еще раз благодарю вас за эфир и за ответы на вопросы. Дорогие радиослушатели, я вам напомню, что в гостях у нас сегодня был Рамазан Евлоев, заместитель руководителя Ингушского УФАС России. Для вас работала Милана Манкеева. Всего доброго, оставайтесь с нами.